Всем прывітанне, гэта стартапніца. Звычайна мы размаўляем пра бізнес-праекты, але сёння у нас праект сацыяльны са сферы Civic Tech ці Social Technology. Пра гэтыя сферы мы зараз і паразмаўляем, пра тое, як айцішнікі рухаюць наперад грамадзянскую супольнасць. Ёсць, на маю думку, два варыянты. Першы варыянт – гэта шмат маіх знаёмых айцішнікаў зараз сядзяць побач са школамі і спрабуюць падлічыць яўку на выбарчых участках, но гэта падобна да таго, як мікраскопам забіваюць цвікі. Да? І другі варыянт – гэта ўсё ж такі неяк рухаць грамадзянскую супольнасць наперад з дапамогай высокіх тэхналогій. IT – гэта высокія тэхналогіі? Разумела. Супер. Юлія Няхай, як заўжды, сувядоўца стартапніцы ў студыі Еўрарады. Прывітанне, Юлія. Прывітанне. Сёння да нас у госці завітаў Дзеніс Новікаў, а на сувязі з намі Максім Богданович. Гэта суарганізатары Мінска Social Technology Hackathon 2020, які прайшоў не так даўно у Мінску, як не складана здагадацца. Прывітанне, Дзеніс, прывітанне. Прывітанне. Максім. Максім, ці чуваць нас? Нешта здарылася з Максімам. Зараз нашыя рэжысёры трансляцыі паспрабуюць падлучыць яго назад. Ну, Дзеніс, з чаго пачнем? Відаць, з хакатона? Ну, да. То есть можем начать... Может быть, сначала пусть Денис, например, расскажет о своем бэкграунде Максима, он вдруг подключится к нам. Добро. И как возникла идея организовать этот хакатон? Да, хорошо. Да, всем привет. Во-первых, хочется поблагодарить всех, кто сейчас участвует в процессе отстаивания, скажем, наших интересов в любой форме. Большое спасибо за то, что вы делаете. И тогда буквально два слова о себе. Вообще у меня бэкграунд спортивный. Я когда-то профессионально занимался баскетболом, но потом, скажем, в силу различных обстоятельств я поступил в педагогический университет, закончил его, и, собственно, у меня больше такое туристическое направление. Но потом я понял, что мне интересно и в том числе направление экономики, направление финансов, IT, и, собственно, начал изучать эту тему. После этого я работал в нескольких компаниях, в крупных, которые как раз дали мне тот опыт, который мне нужен, проектного менеджмента, продакт-менеджмента и так далее. И, собственно, сейчас я тоже работаю в большой компании, которая трудится во благо, скажем, нашего белорусского IT. Угу. Максим подключился к нам? Макс, нема. Может быть, только голосом попробовать? Я не думаю, што это праблемы праз камеру, гэта нешта іншае. Ладно, то бок бэкграунд, у прынцыпе, абсалютна рознабаковы, але ў гэтым бэкграундзе я не пачуў нічога палітычнага. Ну вось, нічога, што змусіла б чалавека займацца грамадзянскай супольнасцю і яе развіццём. Да? То бок все абсалютна, ну, не абсалютна звычайныя, но але тым не менш прыступка за прыступкай, спорт, бізнес. Да, соглашусь. Есть такой момент. Я думаю, что большинство из нас в какой-то момент, они отслеживали, скажем, новости, то, что происходит в Беларуси, да, то, что происходит за пределами Беларуси. У нас очень много молодых людей, которые учатся за рубежом, которые приезжают сюда, потом возвращаются, пробуют здесь реализовать свой опыт, то есть привнести что-то интересное в Беларусь, что-то такое новое, да, в том числе и в плане IT-технологий. Кто-то уезжает, возвращается, кто-то наоборот. И с точки зрения моего опыта я вижу, что я могу в рамках того, что как-то все общество, наверное, в этой компании, оно очень пристально стало следить за тем, что происходит. Все понимают, что каждому хочется, чтобы его голос был услышан, чтобы чтобы мы почувствовали, что мы на самом деле одна большая страна, один народ, и мы... Нация, национальная идея, да, то, что называется. Чтобы мы почувствовали, что мы единый народ, и мы можем сделать что-то, каждый, скажем, в своих каких-то рамках определенных, на определенной работе работая или где-то еще, да, что-то, свой вклад в то, чтобы наша страна, она действительно развивалась, была такой светлой, наполненной смыслом, чтобы здесь реализовывались таланты, чтобы здесь люди могли проявить себя и понимали, что они делают это ради единой большой цели, чтобы мы двигались вперед. Денис, ну дзяржава наша увогуле ставіцца да айцішнікаў вельмі кантрастна. З аднаго боку парк высокіх тэхналогій і ўсе радуюцца унёску
IT у экспорт, у валавы ўнутраны прадукт, які год ад года расце. З іншага боку, ёсць такая нейкая насцярожанасць, да? Ну і мы ведаем, што ў пэўныя моманты іх называлі яйцагаловымі там і гэтак далей і гэтак далей. Як упэўніць дзяржаву, што вось гэтыя ініцыятывы патрэбныя і ёй таксама, дзяржаву, улады, да, што вось гэтае развіццё грамадзянскай супольнасці, яно таксама патрэбна і дзяржаве. Вось што, як это можа спрацаваць тут? Каб яна не лічыла проста ворагамі арганізатараў Social Technology Hackathon. Ну, я думаю, что мы можем сделать это своим каждодневным трудом. То есть то, например, почему мы объединились в рамках этого хакатона, мы просто хотим, чтобы мы были услышаны. Соответственно, на базе этого мы собрали неравнодушных людей, которые не хотели придумывать что-то незаконное или там неразрешенное. Это там не онлайн-митинг, да, это такой сбор людей, которые захотели что-то поменять, чтобы каждый из них был услышан, то есть чтобы за каждым человеком что-то стояло. И, соответственно, в рамках этого стало понятно, что мы можем здесь внести свой вклад, каждый на своем месте, потому что там в том числе были и граждане Беларуси из других стран, например, из США, из Германии, из Украины, из России, из Чехии, из Польши, которые к нам же подключились и участвовали как, собственно, в составе команд в разработке тех или иных решений. То есть я считаю, что каждый из нас, находясь на своем месте, на работе, в свободное время, должен и может делать что-то, свой непосильный вклад, там, элементарно что-то почитать, поделиться мнением, не побояться там, и так далее, для того, чтобы дать понять, что мы за счет нас мы можем, айтишники могут послужить катализатором того, какой взрывной рост может быть на самом деле у нашей страны. То есть я прекрасно понимаю, что и руководители, скажем, да, страны, они тоже это понимают, но мы должны показать это своим примером, принести какие-то решения и сказать, вот мы сделали. То есть не просто обозначить проблему, а решить ее и сказать, вот мы сделали. Это хороший пример, как одна из компаний недавно сделала большое решение для медицины и, собственно, передала его, собственно, Министерству здравоохранения. Поэтому будем надеяться, что оно будет реализовано. Ну, это уже, кстати, пример GovTech сегмента, а не Civic Tech. Это когда решение окончательным бенефициаром в случае GovTech выступает государство, а Civic Tech — это граждане. А можете вот рассказать, как у вас вообще выглядела организация хакатона? Вы сами предложили какие-то челленджи, либо же участники, они предлагали какие-то задачи, какие-то проекты? Какие это были проекты вообще? Что вот волновало участников? Ну, смотрите, вообще, конечно, я могу рассказать короткую историю, да, как мы появились. То есть мы родились на базе того, что мы с Максимом были в инициативной группе Валерия Цепкала, и в рамках того, что мы были как волонтеры, как и все люди, находящиеся там, как волонтеры участвовали, да, мы сели и подумали о том, что мы можем сделать для того, чтобы как-то повлиять, положительно повлиять, законно повлиять на то, что происходит. И вот так родилась идея, что мы можем провести онлайн-хакатон, потому что офлайн-хакатоны у нас, естественно, проводятся. Это очень здорово, что у нас они есть на социальные темы, да, то есть все вы их прекрасно знаете. Но так, чтобы можно было объединить людей, учитывая еще вот этот ковид, который, скажем, да, произошел, который находится в разных странах, все онлайн. И мы поняли, что мы можем сделать это вот посредством, собственно, такого формата. И что мы как бы думали, какая основная цель была всего этого, для того, чтобы собрать всех людей, объединить их вот именно той самой национальной идеей того, что мы на самом деле мы очень талантливые, мы очень творческие люди, и каждый из вас может внести свой вклад для того, чтобы дополнить, скажем, нашу там страну, наполнить ее вот какими-то решениями, которые могут действительно открыто, понятно для всех людей, как показать, какая ситуация происходит в стране. Так как вы самоорганизовались? Ну, по сути, мы собрали свою команду, то есть это 8 человек, которые решили, что, ну, так или иначе, естественно, мы привлекали волонтеров, потому что основные участники нашего так называемого хакатона, который прошел, это сами участники, которые организовывались в команде, волонтеры, которые помогали, менторы, которые, собственно, так или иначе направляли, да, из разных сфер, и мы как организаторы. То есть мы делили людей сразу, высылали формы, на сайте была форма в соцсетях, которую они могли заполнить, и, скажем, каждый, прописывая то, что он хочет и может сделать, вот эти неравнодушные прекрасные люди, они, собственно, сами самоорганизовались. Наше дело было только вот то, что называется, заняться менеджментом,
так или иначе разбросать их по командам, понять, кто кому где может помочь и как они могут, вот, собственно, в единой структуре все это делать вместе. Да, ну это вы говорите про компетенции, а вот тематика. Ну, понятно, что в рамках текущей ситуации, которая здесь была, которая здесь сейчас есть, да, мы объединились под политической повесткой. То есть мы поняли, что мы хотим понятности, хотим прозрачности, хотим, ну, собственно, это показали все участники, которые самоорганизовались. То есть представьте, что там буквально за несколько дней пришло больше 500 заявок. Вот. Из них 250 человек так или иначе присутствовали вот в течение этих 26 часов, которые проходил хакатон, они присутствовали онлайн. То есть они общались между собой, да, они, может быть, где-то переходили в свои чаты. То есть мы делали в рабочие workspace под каждую команду для того, чтобы они могли там обсуждать свои темы и, собственно, идти там разрабатывать, продумывать, реализовывать и так далее. То есть усиливаться другими, например, людьми. Вот. То бок гэта было і падобна і не падобна на звычайны хакатон. Да, это была очень такая гибридная модель, которую мы просто приняли решение находиться все вместе командой. Это, естественно, нам, наверное, тоже помогло, потому что если бы каждый был у себя дома, то, наверное, было бы сложнее. А так мы курировали друг друга, много задач каких-то появлялось, которые нужно срочно решить, там, вот этой команде помочь, этой найти ментора там, и так далее. И мы это все решали в рамках того, что могли. Я ўвогуле не хацеў перабіваць Юлію, я просто хацеў сказаць, што калі ў слухачоў нашых і ў гледачоў ёсць пытанні, іх можна задаваць пра сацыяльныя сеткі, там, дзе вы бачыце гэты эфір, мы гэтыя пытанні перадамо, ну, на дадзены момант толькі Денису. Максим? Я тут. Можна? Мені чутно? Максим, круто. Ура! Вось, Я вас чую, да. якраз добрая нагода згадаць, што ты з намі. Максим Богданович, другі арганізатар Social Technology Hackathon 2020, долучыўся да нас. І Максим таксама такім чынам можа адказаць на пытанні пра Civic Tech, пра хакатон, пра пераўтварэнне ў грамадстве. І даўно ты, Максим, разам з намі слухаеш? З самого початку я не розумію, чим була проблема, але ж я вас видатно чув, і здається, що і мікрофон був включений так само. Але ж все нормально. Зараз мені чутно і добре. Дякую. Спішам гэта на праблемы з інтэрнэтам, якія час ад часу назіраюцца ў розных месцах сталіцы. Апошні час. Макс, может, я что-то упустил, ты бы дополнил, если есть. Ну, я хотів сказати, що, наприклад, от про географічний розброс наших людей, що він вже зараз дає результати, тому що, наприклад, коли ви зайдете на ту ж посилку у Вікіпедії на кон білоруських виборів, так, і проскролите вниз, то ви побачите там відділ про екзит-поли у інших країнах. Тобто це ідея з екзит-полами, з координацією їх і ввогуле ті люди, які взялися це все організувати, вони прийшли на наш хакатон, і ця ідея утворилася там. Тому ми вельми ганоримося тим, що ось зараз конкретно ви вже можете побачити виніки ось нашої супольної праці. А у цілому дякую, Денис, мені здається, що він описує все доволі докладно. Можно все-таки попрошу вот уточнить по поводу проектов, которые появились, которые выиграли, которые, скажем так, тут, мне кажется, проигравших нету. Вот. О чем вы сами хотели бы вот рассказать, что вас уразило? Конечно, давайте. То есть, наверное, их можно бы все проекты разделить приблизительно на две части. То есть те, которые касаются больше IT-решений, и те, которые, скажем так, направлены на некую агитационную составляющую. Да? То есть основные, вот те, которые касаются вторых, это, например, вот момент с бинтами, да, который широко известен. Основная идея, и сам проект называется «Болею за Беларусь». То есть смысл в том, что даже на себе я проверил, когда вот его, скажем, надел, мне знакомые, каждый знакомый, вот когда меня видел, он спрашивал, а что у тебя с рукой? Я говорю, что я болею за Беларусь. То есть это, как мне кажется, целая философия. Возможно, очень много людей думали так же, ну или отвечали так же, но в рамках хакатона эта идея, скажем, притворилась оформилась в полноценную философию, и по сути, мы все, как люди, да, как каждый индивидуально, мы болеем действительно душой, сердцем, мы болеем внутренне, мы хотим, чтобы все становилось еще более понятно, еще более прозрачно. То есть наверняка, если у нас есть такой запрос, значит, нам чего-то не хватает. И поэтому, как минимум, мы должны быть услышаны, и нам должны сказать, что действительно мы с вами, мы вас слышим. Мы, может быть, не сразу ответим, но какой-то ответ мы хотим получать ответ.
Можно Плюс, додать, например, Александр? плюс, например, один из проектов — это вот то, что Максим сказал, экзит-полы, которые проводятся за рубежом. Аналогично, это все ради прозрачности, а не ради того, чтобы провести какой-то параллельный, альтернативный там подсчет или что-то еще. Вот у нас есть интересный проект «Найди меня», который тоже находится на стадии реализации. То есть это актуальная тема, если вдруг человек по какой-то причине на улице может, допустим, там, пропасть, да, то мы понимаем, что его уведомление может отправляться его друзьям, родственникам, и, собственно, сразу станет понятно, где он, например, находился в последний раз. Ну, вот, Максим, может быть, ты еще дополнишь? Так, Макс, Да. калі ласка. Крыху просто хотел сказать, что были проекты, ось я где не сказал, які больше краналі сацыяльныя тэмы, былі таксама проекты, якія і зараз ёсць ось некаторыя пытанкі можа вы бачыць там дзе-нідзе ў інтэрнэце, і яны часам нават з'яўляліся на нашым хакатоне. Яшчэ былі шмат проектаў, которые можна назваць модулямі, то бок некаторыя задачы там у гэтых проектах яны, можна сказаць, усе гэтыя проекты, якія займаюцца альтэрнатыўным падлікам і так далей, маюць агульныя падзадачы, і вось розныя людзі, которые там штосьці разумеюць, напрыклад, у machine learning ці там штучнай апрацоўцы фотаздымкаў, то яны ўжо працавалі над канкрэтнымі модулямі і потым далучаліся, можа, да іншых камандаў. То бок праца ішла не толькі над цэльнымі проектамі, але ж па напрамках, які мы назвалі модулямі. Вось у мяне такое пытанне. Якія асноўныя скілы запатрабаваныя ў напрамку вось у гэтым social tech, civic tech, і якія асноўныя праблемы ёсць перад тымі, хто нешта спрабуе прыдумаць, вырашыць, змяніць там недахоп дадзеных, я не ведаю, яшчэ нешта? Да, безусловно, возникали определенные вопросы с компетенциями людей. То есть мы, скажем так, не то что вопросы, а мы пытались узнать, чем конкретно человек может помочь, какую практическую задачу он может решить. И, соответственно, пытались организовать команды таким образом, чтобы максимально было приложение, чтобы он максимально эффективно что-то сделал. Поэтому, естественно, нужны были разработчики, нужны были тестировщики, нужны были менторы, которые, например, понимают в какой-то конкретной компетенции, да, плюс-минус, то есть или в конкретной технологии, в фреймворке. И не было большой проблемы, потому что было много людей, действительно, которых можно было разделять. Мы в том числе брали людей, например, не самых опытных, возможно. И в будущем мы тоже, в нашем комьюнити, в котором мы станем, мы тоже будем брать, допустим, студентам, которым нужна практика. Они что-то изучили, например, им хотелось бы себя проявить. Или стажировка. То есть у нас этого очень не хватает. Да, IT-компании во многом это помогают делать, но понятно, что у них есть определенный отбор. Вот. То бок згледзяшча скілов гэта даволі традыцыйна выглядае. Яны такія ж, як патрэбныя на любом. Где-то есть, например, темы маркетинга, допустим, как дальше продвигать тот или иной проект. Есть темы пиара, допустим, как сообщать об этом правильно, как вот людям описать свою идею, собственно, для того, чтобы люди поняли, как этим пользоваться, для чего. То есть самое главное, что хочется сказать, это что среди проектов не было тех, которые находятся, не знаю, в так называемой серой какой-то зоне. То есть что они какой-то, не знаю, там подрыв хотят сделать или, в плане технологий, да, решений, хотят внести какую-то запретную тему, рассматривают. То есть это все ради открытости, это все ради прозрачности. Это вот был наш основной посыл, что мы делаем то, что законно, то, где нам нужна дополнительная информация. Можно вопрос? В СМИ проскальзывала такая фраза о том, что вы хотите, и вот сами только что сказали, что вы хотите сделать такое некое комьюнити или даже платформу для регулярного появления проектов на тему социума, гражданского общества и прочее, то есть Civic Tech. Вот на каком этапе обстоит эта идея сейчас? Смотрите, мы назвали это общим словом «трансформация». То есть то, что прошел хакатон, это очень здорово. Мы поняли, что в обществе есть запрос, учитывая вот эту ковидную ситуацию, на то, чтобы проводить различные мероприятия онлайн. И сейчас мы переформатировались, трансформируемся таким образом, чтобы этих людей не потерять, чтобы они остались, так как это очень активные действительно люди, творческие, там и дизайнеры, и сами разработчики, айтишники, и вот маркетологи, то есть это не только чисто технические специалисты. Вот. И мы смотрим в перспективу, и сейчас выстраиваем внутри таким
таким образом команду, чтобы у нас организовывались рабочие группы, чтобы можно было привлекать волонтеров под определенные задачи. То есть наша основная цель дальнейшая — это объединить людей, белорусов, находящихся здесь, не только здесь, и даже не обязательно белорусов в перспективе, да, для того, чтобы они могли решать социальные проблемы. То есть мы четко понимаем, что есть запросы определенные в экономической сфере, в медицинской сфере, в сфере образования, и мы хотим создать такой рабочий workspace. То есть мы разделили нашу дальнейшую, то, как мы себя назвали и как дальше себя позиционируем, это Social Technology Ecosystem. То есть это очень хорошее слово зарубежное, которое отражает то, куда мы идем. То есть по факту это многофункциональная, многонаправленная такая организация, в которой решаются те или иные проблемы в рамках рабочих групп. То есть нет яркой вертикали ни в плане участников, ни в плане организаторов, и все, по сути, построено горизонтально. И в рамках этого основные идеи — это, собственно, сделать что-то как подобие онлайн такого workspace, то есть онлайн-коворкинг, то, что называется, чтобы люди могли приходить, не знаю, работать, общаться, в том числе это подобие какой-то социальной сети, чтобы у нас там возникали, как вот раньше, знаете, на форумах различные обсуждения. Мы, например, задавали тематику, вот давайте сегодня обсудим вот такую тему, и люди делятся опытом, рассказывают свои истории, понимают. То есть мы слышали много отзывов, которые по итогам хакатона прошли, и нам люди говорили, что спасибо большое, я как минимум нашел большое количество людей, с которыми я вот продолжаю общаться, продолжаю где-то взаимодействовать по различным проектам. То есть это точка притяжения, в которой, начало которой позволит в дальнейшем соединять людей между собой. Это же очень важный момент. То есть не каждая платформа сейчас, например, позволяет это делать. В том числе мы хотим быть таким акселератором. То есть, по сути, это место, куда каждый может прийти со своей идеей. Вы, я, не знаю, кто-то еще, любой человек, у которого есть в мыслях помочь в каком-то социальном плане, не знаю, сделать приложение для людей с ограниченными способностями, мобильное, например. Он приходит, он находит у нас отклик, подает свою идею, ищет команду, мы ему помогаем найти команду. Он может, по сути, вот это то, что называется MVP, первый рабочий продукт, сделать его на базе, вот скажем, этой экосистемы нашей, и дальше уже, не знаю, с нашей помощью искать инвесторов или самому куда-то пойти. То есть мы планируем, скажем, и уже выстраиваем процесс общения с партнерами, с теми же нашими социальными проектами, которые уже реализованы, да. Social Weekend. В том числе. Вот. То есть, естественно, нам интересно, мы не хотим, мы не хотим быть конкурентами. То есть мы должны, наоборот, искать отличия, во-первых, друг от друга и искать какие-то общие моменты. И вот в рамках этого объединяться и действительно помогать неравнодушным людям проявлять себя. То есть это вот одни из направлений. Понятно, что у нас будет образовательная составляющая. Мы уже на самом хакатоне проводили несколько вебинаров, обучающих на различные темы. Это же мы по медиаплану планируем проводить дальше. То есть, и так далее, и так далее. Конференции в каком-то в отдаленном будущем. Мне вот через месяц-два, что вы будете делать? У вас есть какой-то roadmap? Вот что вы делаете через месяц-два? Смотрите, мы как минимум объединяемся под другими повестками, да, которые будут актуальны в обществе. То есть, по сути, это так сложилось, что мы объединились под политической повесткой. Дальше это будут другие. И у нас есть roadmap, рассчитанный пока приблизительно на пару месяцев, но я бы сказал даже на годы. Так, международные конференции, допустим, которые мы можем здесь организовывать, опять-таки в рамках социальных тематик. То есть мы работаем каждодневно всей командой над тем, как улучшать процессы, каких людей ставить на какие позиции в рамках рабочих групп внутри, как привлекать людей новых, как сообщать о себе, собственно, чтобы о нас узнали люди, то есть как они могут прийти к нам, чтобы к нам можно было легко прийти, не так, что нужно искать какую-то где-то где оставить заявку, не знаю, а чтобы это было элементарно. И мы понимаем, что люди, они будут друг другу говорить, что, слушай, а вот ты слышал, есть вот такие соцтек, соцтек эко, как мы говорим, ребята, которые организовались, и туда можно, не знаю, приходить на выходных, приходить вечером после работы, вот в это workspace так называемый. Там можно общаться, там можно оставлять какие-то идеи, там можно делать даже... Мне очень понравилась тематика, скажем, которую когда-то проводили, вот это 100 идей для Беларуси, может быть, слышали. Вот почему бы нам не организовать что-то подобное, когда все люди, скажем, набрасывают какие-то идеи, которые могут действительно помочь обществу. И мы же ни от кого не зависим в хорошем смысле. То есть мы можем это делать, мы можем это реализовывать, и нам не нужна ничья помощь. Тем более мы не привлекаем сейчас инвестиции, это полностью волонтерские начала. Окей, такой вопрос.
Юля, Максим, можем Максим, да. дать слово Максиму. Ну, Максим, тут уже, в принципе, ты цягам некалькіх пытанняў маўчыш. Я разумею, што да, нам тут прасцей камунікаваць, таму што мы адно аднаго бачым. Ну, пытанне, што будзе з ініцыятывай праз месяц, праз два. У прынцыпе, мы не ведаем, што будзе з краінай праз месяц, праз два, але наўрад ці знікне запатрабаванасць у развіцці грамадзянскай супольнасці, а можа, калі ўсё ж такі нейкія пераўтварэнні пачнуць адбывацца, і яна, наадварот, стане яшчэ больш актуальнай. Як ты глядзіш на гэтую сітуацыю? Ну, так, у нас по факту два выпадкі такія, які, ну, людзі разумеюць, адзін больш верагодны, другі менш верагодны, а мне здаецца, што наша ініцыятыва будзе вельмі запатрабаваная ў тым сэнсе, што сацыяльныя пытанні стануць толькі больш вострамі, незалежнасці ад таго, што адбудзецца дакладна. І ў гэтым сэнсе у Беларусі, ну, я нават гляджу, калі на сваіх там сяброў, на людзей крыху сталей, кампетэнтных, цікавых, апантаных прафесіяналаў, які хочуць рабіць сваё камьюніці, сваю супольнасць, там, свой горад, свой раён, свой паэт, што заўгодна лепш. Просто зараз у нас мы хочам сацыяльны механізм, які заўсёды дазваляе ім гэта зрабіць, просто залагінуўшыся ў наш Slack, вечарам кінуўшы ідэю тыпу там зараз у мяне касцімульці шэсткана, мы зробім тэлеграм-боты, которые могуць слушаць людзей з вадой і без вады. З паўгадзінкі на наступны вечар у вас уже ёсць тэлеграм-боты, які працуюць і рашаюць сацыяльныя пытанні. Просто на мой погляд, тут адзінае пытанне, якая будзе асноўная тэматыка, але ж мы гэта даведаемся крыху пасля, а тое, што гэта будзе востра, гэта будзе важна, я не сумняваюся. Тое, што сказаў Денис, яно здаецца, што поўнасцю пакрывае тое, што мы хочам рабіць, так? Таксама магу заўважыць са свайго пункту гледжання. Вельмі круто было б злучаць людзей з адукацыйнымі установамі, напрыклад, там запартнерыцца з якімсьці універсітэтамі. Было б выдатна, калі б гэта магчыма было б зрабіць знутры Беларусі ці звонку, як адбудзецца. Але ж вось гэтае партнерства паміж адукацыйнымі інстытутамі і людзям, которым хочацца штосьці зрабіць на карысць свайго камьюніці, здаецца, што будзе прыбытковым для абодвух. Я еще кое-что дополню, если можно, буквально два слова. Мы хотим стать в том числе тем местом, где, вот как я сказал, молодые люди, которые еще после университета или до университета прошли какие-то курсы, или просто кто-то перепрофилировался, которые не могут найти, например, рабочее место на данный момент, чтобы они могли в рамках нашей экосистемы проявить себя, найти, может быть, какой-то проект и уже... То есть это в том числе некое трудоустройство, потому что я пока, может быть, не знаю какие-то организации, которые помогают таким образом. То есть да, они наверняка есть, эти инициативы, но мы хотим как бы полноценно это развернуть и помогать людям трудоустраиваться. Такой серьезный момент. И второе — это проведение хакатонов. Мы не отходим от этого формата, то есть мы там, не знаю, с периодичностью раз в месяц, в 2, в 3 будем поднимать различные темы, те, которые нам скажут, или там накопится какое-то количество идей, и будем их реализовывать в рамках вот этих там сутки, двое. Вот. У меня вопрос. Можно Максиму задам вопрос? Добренько. Да. Я когда готовилась к этому эфиру, узнала о том, что вообще эта идея вот Civic Tech, она пошла из США благодаря, между прочим, Бараку Обаме, который вместе с вице-президентом Джо Байденом поставил целью повысить вовлеченность граждан в решение вопросов, касающихся городов и стран. И большое внимание уделялось Open Data, то есть когда коммунальные предприятия, муниципальные организации, органы власти начали собирать машиночитаемые данные, открывать их для свободного использования. И результатом этого стали проекты типа DataGov, New York City Open Data и прочее. Максим учится в Гарварде. Это тот самый студент из Гарварда. Вот. Перед эфиром мы поговорили немножко. Некоторыми этими проектами он даже пользовался. Вот поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением вообще, каково это, насколько это работает. Ну, па-першае, так, у меня быў уласны вопыт. Я ўвогуле яго ніяк не злучаў з тым хакатонам, які мы арганізавалі, але ж пра ўласны вопыт я магу распавесці. Я працаваў кансультантам, ну, у нас у коледжы ёсць арганізацыі типу Harvard College Data Analytics Group, тобто там шмат студентаў, які там працуюць на клавіатуры і штосьці робіць там з дадзеных, каб даць якойсьці кампаніі ці гэтак далей ім на карысць. І ось была вялікая тэма з коронавірусам, дык вось і я кансультант, мы працавалі аналізаваць ось тую пагрозу, які коронавірус мае там на некаторыя камьюніці ў США.
І сапраўды гэта вельмі круто, тому што калі вы заходзіце, то вы бачыце ўсё там, дзе супермаркеты ёсць, дзе іх няма, дзе хтосьці не можа здабыць, дзе можа, дзе там вада якой якасці і так далей. І гэта сапраўды круто. І там я паглядзеў тыпу з той жа пляцоўкі на Беларусь, і там ёсць карта, называется ArcGIS. Это просто такая платформа, каб глядзець на мапы і аналізаваць дадзеныя. Так у Беларусі нічога няма. Вось там просто прышэча, там няма ніякіх дадзеных. Тому было вельмі круто, калі мы маглі гэту праблему, можна сказаць, закрыць, дапамогуць працы ў нашай комнаце, просто тому што зараз там непаганае поле, так, можна загодна ўжо будзе карысна. У нашай гатоне зараз з такіх тэмаў палітычных былі свая спецыфіка, можна сказаць, таму яна не зусім падыходзіць пад класіфікацыю Open Data. Але ж потым, як мы ідзем, мы пачынаем вырашаць эканамічныя пытанні, пытанні аховы здароўя, то так, транспарэнтнасць гэта наша ўсё. Мне здаецца, што гэта добры накірунак, і дзякуй, што вы яго узгадалі. Ну да, на жаль, Максім крыху развальваўся гук, але у прынцыпе больш-менш усё было зразумела, да? Больш-менш. То бок Беларусь такая белая пляма на мапе. Планета железяка почти, да? Ну, есть еще один момент, на самом деле. Мы очень хотим попробовать повлиять на вот эту так называемую закрытость данных. То есть мы действительно хотим, чтобы все было открыто, чтобы где-то можно было получать, анализировать какую-то статистику, чтобы, ну, это же абсолютно логичные вещи. Что каждый... общались с ребятами из Open Data? Еще нет, вот, но планируем. Это одна из тех организаций, которые действительно инициатив, которая может помочь всем нам для того, чтобы это было более понятно, да, и открыто. Но, естественно, кроме них наверняка есть и органы, и организации, в которые можно обращаться и которым можно доносить, самое главное, пытаться доносить то, что это все повлияет на развитие страны, на развитие общества. Это все можно использовать, это все можно просчитывать. Людям будет лучше жить, более удобно, как бы они будут понимать, где что находится, как что идти, куда идти. Ну, это же логичные вещи, раз мы уже определенный уровень IT имеем в стране, почему бы это не использовать, почему как бы не наладить некие партнерские отношения. Ну, у нас засталась одна хвіліна. Насамрэч слова адкрытасці, но слова гэтага эфіра, яно звучала найчасцей за ўсё. Ну, пусть ребята скажут, какая им помощь нужна. Вось я б хацеў, каб вельмі хутка, можа, Дзяніс адказаў на пытанне, а ці ёсць бізнес-складнік увогуле вось у гэтым усім праекце? Да? Ну і якая дапамога патрэбная? Ну, на данный момент как таковой вот бизнес-составляющей у нас нет. То есть мы финансируемся полностью сами, мы используем, скажем, свободное время тех людей, которые участвуют в комьюнити. Да. Естественно, на каком-то этапе нам понадобится там определенные затраты, наверное, покрывать, и мы наверняка к этому придем, но самое главное — это соцнаправленность. И большая просьба ко всем людям, которые неравнодушные, которые понимают, что можно себя применить, где-то найти или даже поменять специальность и прийти вот с чего-то начать, не просто посмотреть онлайн-курсы, а полноценно пообщаться и поучаствовать в проекте. Обращайтесь к нам в соцсетях. Не знаю, вот сейчас мы работаем над новой идентикой, у нас будет новый сайт с формами, со всем. Можно полностью описать то, что ты можешь здесь сделать, чем ты можешь помочь. И приходите, мы рады всем. Куда приходить? Соцсети, Social Technology Hackathon пока, и дальше это будет называться экосистемой. То есть Максим, может быть, добавит. Так, я просто хотел сказать, что мы заўсёды адкрытыя, зноў жа вельмі важнае слово. Зараз мы крыху перафарматуемся, і так як у нас вельмі шмат чаго адбываецца, то фокус ён тут не ўсё можна рабіць вельмі хутка, але што кажа Дзяніс, гэта абсалютная праўда. Мы зараз будзем мяняць фармат, але што нашы спасылкі на тыя соцсети, з которых можна было зарэгістравацца, яны ўсё ж такі актыўныя, і мы іх дашлем Юлі пасля, калі каму хто хоча сам далучыцца, просто можна на нашага Workspace далучыцца. Але калі хтосьці хоча запартнерыцца якімось чынам ці прапанаваць сваю ідэю, мы вельмі адкрытыя, калі ласка нам пішыце, будзем вельмі рады размове. Што ж, сябры, час заканчивать наш сегодняшний выпуск «Стартапницы». Мы размаўлялі про Civil Tech. З нами на сувязі быў Максим Богданович, а ў студыі Дзяніс Новікаў, гэта арганізатар Мінска Social Technology Hackathon 2020.
Гэта тое, як прафесіяналы ў сферы IT могуць сваімі ведамі рухаць грамадзянскую супольнасць наперад. Калі ёсць ідэі, сувязь мусіць быць, да, праз сацыяльныя сеткі і неўзабаве праз сайт. Мы на гэтым скончым. Дзякуй, Дзяніс, дзякуй, Максім. Вялікі дзякуй. Да пабачэння. Юлія няхай, як заўжды, была ў стартапніцы сувядучай. Павел Свярдлоў працаваў з боку Еўрарадыё пры мікрафоне. Пачуемся.